представить наших гостей и рассказать кратко о программе, как она будет построена, потому что разосланная программа, она была неполной. И мы начинаем сейчас вовремя, потому что у всех время дорого. Часть наших гостей отойдет. Я хочу с большим удовольствием представляю нашего соорганизатора. Это Николай Николаевич Федоров, директор Максимовского центра содействия семейному воспитанию. Мы вместе организуем уже 6-й республиканский слет, традиция, которая прерывалась на 2 года во время пандемии. И хочу представить Алену Николаевну Атласову, народного депутата Государственного собрания УТМ, члена Общественной палаты Российской Федерации Елену Павловну Ефремову, директора Центра Берегиня. И работа наша будет построена таким образом. Программа у нас такая, нынче слет такой практической работы. В первой половине у нас специалисты по вашим запросам расскажут по тем вопросам, которые вас интересуют. Это из министерств пришли специалисты, и по этим темам, значит, вам расскажут по поступлению детей. Я буду вас дополнительно представлять. Потом у нас будет длительное, большое достаточно выступление Тамары Викторовны Рудых. Это врача-психотерапевта. Пожалуйста, Тамара Викторовна. Вы с ней все знакомы, многие знают ее лично. И будет интересная тема, которая волнует многих приемных родителей. Затем у нас после небольшого перерыва, кофе-брейка, будет родительская беседка. Это приемные родители расскажут про свой опыт. У нас заявлено 3 приемных семьи со своей презентацией. Они все приехали здесь и расскажут про свои семьи. Затем у нас будет перерыв. И вот вторая половина дня будет такая. Тут у нас ответственные организаторы, они поделят и вам будут всем говорить. Потому что часть родителей останется здесь по списку на фокус-группу, потому что мы проводим исследования, для нас проводят исследования нашей работы, и это необходимо под запись, и по Zoom, как прямой трансляции с экспертами. Половина приемных родителей пойдет на тренинг по психологической разгрузке, проведут его Зинаида Сафроновна Шипургина. Тоже вы ее все знаете, с Республиканского центра содействия семейному воспитанию. И другая часть приемных родителей и специалистов Центров семейного воспитания и отделов опеки пойдут на свою рабочую группу, будут работать по отдельной своей программе, обсуждать вопросы. И, Николай Николаевич, скажите 2 слова приветствия участников и гостей. Добрый день, уважаемая Ольга Михайловна, Алена Николаевна, Елена Павловна, уважаемые участники 6-го слета приемных семей. Разрешите вас всех поздравить от имени коллектива Ангаласского центра содействия семейному воспитанию. У нас, можно сказать, в этом году поменялось название. То, что мы переданы от Министерства труда и социального развития Республики Саха-Якутия, может, вам известно, но мы сейчас перешли под это ведомство, и у нас сейчас такое название. Происходит реорганизация, завершилась реорганизация, у нас присоединились 2 организации, у нас мы стали мощнее, работников стало больше, и, соответственно, мы больше будем уделять внимание, чтобы работа с вами, с приемными семьями строилась на доверии, больше уделялось внимания. У меня заместитель Исмахова Юлия Георгиевна, Таня Сралова. Вот она будет курировать
данным направлением, и данное направление работы мы будем уделять достаточно серьезное внимание, потому что мы очень заинтересованы, чтобы наши дети, которые к нам поступают, как можно скорее определялись со статусом и, соответственно, обрели новых родителей в лице приемных семей. Но, конечно, мы очень радуемся, когда происходит такое событие, и бесконечно рады за то, что у нас встречаются люди добрые, с таким намерением. Не каждый человек возьмет на себя ответственность взять на воспитание чужого ребенка, который должен стать совсем своим, родным, близким. И у нас таких семей достаточно много. У нас 13 семей. Мы с ними держим очень хорошую, тесную связь. Наши работники, ну, традиционно, надо сказать, Татьяна Анатольевна Кравченко, она вела эту работу. Сейчас она заведует семейно-воспитательным отделением. Но она не прерывает эту связь, делится со своим богатым опытом, старается помогать. И мы надеемся, что эта работа у нас будет еще сильнее, еще лучше, так как та работа, которую проводили со школы приемных родителей, она будет давать свои хорошие плоды. Ну, молодые семьи растягиваются, но их не очень много. И мы надеемся, что республиканский слет, ЕСР, завтра у нас ЕСР, она будет сплачивать людей с одинаковыми идеями, где будет формироваться посыл к обществу, посыл к власти, и необходимо будет, где необходимо обратить особое внимание, чтобы люди, которые занимаются приемными детьми, получали достаточную поддержку от государства, от общества и от нас всех. Спасибо. Ну, я предоставляю слово Алене Николаевне Власовой для приветствия. Videosadan tıkmalı üyeler, ağalar, дикаргеттер, уважаемые организаторы данного слета, участники, от имени парламента Республики Саха-Якутия и от себя лично позвольте всех вас приветствовать на этом замечательном мероприятии. И сегодня с большим удовлетворением мы отмечаем последовательную политику государства в отношении семей и детьми. В прошлом году в составе специальной рабочей группы, созданной распоряжением главы, мы внесли изменения в наш основной закон Конституции Республики Саха-Якутия, провозгласив детей главным приоритетом, важнейшим приоритетом государственной политики. В то же время мы обозначили, что государство берет на себя обязательства в отношении детей, оставшихся без родителей и без попечения. И впервые в нашей Конституции, в нашем основном законе, у нас появился институт отцовства. Таким образом, у нас укрепляются семейные узы, наши традиции. И сегодня, несмотря на очень сложную экономическую ситуацию, глава республики Айсен Николаев в год матери выполнил намеченную стратегию, которую он провозгласил, обозначил год матери в своем послании о том, что надо удвоить вознаграждение приемным семьям. Но перед этим мы все помним, что у нас была проделана большая работа, прежде всего вами, приемными семьями, некоммерческой организации, которая занимается этим направлением. И вы все помните, что 31 октября 2019 года в стенах парламента Комитетом по делам семьи и детства мы провели круглый стол. Развитие
Я очень благодарна семьям, принявшим участие, семьи, которые отстаивали, открыто говорили о тех проблемах, и наши рекомендации правительству как раз включили те пункты, которые вы ставили на этом круглом столе. Соответственно, это в итоговом документе было рекомендовано правительству: первое – увеличение финансирования на индексацию ежемесячного вознаграждения приемным родителям и разработать дополнительные меры социальной поддержки приемных семей в Республике Саха-Якутия. И сегодня мы очень рады, что на последней парламентской сессии мы приняли очень важный закон, инициированный главой республики, о внесении изменений в закон о размере и порядке выплаты денежных средств на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой в приемных семьях, и наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению выплаты денежных средств. Сегодня законом увеличен в 2 раза базовый размер средств расчета ежемесячного вознаграждения приемного родителя и патронатного воспитателя. Закон получился цельным и охватывающим детей с инвалидностью, детей старше 14 лет и братьев-сестер, чтобы они могли воспитываться в одной семье. И в такой вот важный день для вас, сегодня у вас будут практические занятия. Это очень хорошо, потому что важно разгружаться, важно получить психологическую помощь, потому что все-таки в такой работе, конечно, происходит и социальное выгорание, есть свои трудности, да, и здесь специалисты, которые занимаются, обладают методикой, обучат вас, поддержат вас. И замечательно, что такой слет проводится международным фондом «Дети Саха-Азия». И, конечно, уважаемые родители, мамы и папы, которые сегодня здесь собрались, я от всей души благодарю за ваш самоотверженный труд, потому что это действительно очень серьезный труд, и это, воспитать бы своих детей, а тут еще воспитываешь, берешь ответственность и обязательства в отношении других детей. И вы замечательно с этим справляетесь. И я желаю вам, каждой семье, чтобы ваши дети реализовались в жизни, стали достойными гражданами нашей республики. В заключение я хочу поблагодарить и отметить те семьи, которые внесли большой вклад в укрепление института приемных семей. И есть почетные грамоты Комитета по делам семьи и детства, которые я с удовольствием сейчас вручу. Большой радостью, большой благодарностью я хочу вручить почетную грамоту Комитета по делам семьи и детства Государственного собрания Тюмень за заслуги воспитания детей, вклад в реализацию семейной политики Республики Саха-Якутия семье Ксенофонтовых Светлане Давыдовне. Такой же грамотой награждается семья Тимофеевых Ольги Ильиничны и Петра Васильевича.
Лена, Ольга, вы приходили, и мы общались, и действительно тогда уже в рабочем порядке мы уже заложили те рекомендации, которые сейчас уже воплощены в жизнь. Спасибо вам. Позвольте вручить почетную грамоту комитета по делам семьи и детства семье Кайдаловых Анастасии Валерьевны и Николая Станиславовича. Лене Павловне Ефремовой. Дорогие родители, я бы хотела вас назвать апостолами добра, так как вы являетесь теми людьми, которые непосредственно вносите вклад в реализацию государственной семейной политики. И как сказала Алена Николаевна, в Конституции Российской Федерации семья и дети были признаны приоритетом государственной политики. Кроме того, в Конституции отдельно прописана забота о детях-сиротах. И отрадно, что наш президент Владимир Путин уделяет самое важное значение воспитанию подрастающего поколения. Я здесь присутствую в двух ипостасях. Я представляю Общественную палату Российской Федерации, являюсь членом комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. И являюсь заместителем председателя Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Но кроме того, уже 14 лет я возглавляю организацию детей-сирот, бывший это детский дом «Берегиня», для того, чтобы вообще моя миссия связана с тем, чтобы сделать так, чтобы наши дети были счастливы, чтобы они реализовывали свое основное конституционное право на семью, на сохранение гарантий, которые государство предоставляет. И кроме того, мы, конечно, выполняем миссию по тому, чтобы дети чувствовали любовь, заботу и внимание. И в своем выступлении я бы хотела обратить ваше внимание на то, что Общественная палата Республики Саха-Якутия и в целом Общественная палата Российской Федерации является площадкой, диалоговой площадкой между властью, обществом, бизнесом, некоммерческого сектора, всех заинтересованных сторон для выработки единых путей решения каких-то, допустим, в том числе проблемных вопросов. Я очень хорошо помню, как Ольга Михайловна Андросова всегда душой болела за приемные семьи. Вот уже 6-й слет проводится сегодня приемных семей. А ведь инициатива пошла от общественников, от некоммерческого сектора. Так как этот фонд, это Международный детский фонд, это некоммерческая организация, которая встала в первую очередь на защиту именно приемных семей, когда об этом еще никто не говорил, когда статус приемных семей еще особо не признавался. Теперь мы понимаем, что на уровне уже первого лица нашего государства, на уровне первого лица нашей республики, главы Сергеевича Николаева, признан ваш труд приемных семей. Я думаю, что этот закон, который на сегодняшний день принят, это как бы первое поступательное решение для того, чтобы все-таки приемных семей у нас становилось больше, и чтобы дети, которые воспитываются в государственных учреждениях, становилось все-таки меньше. И мы нацелены на то, чтобы усиливалась работа по сопровождению семей. Детей, да, в государственных учреждениях становится меньше. Но теперь мы должны переориентироваться на то, чтобы сопровождать семьи, да, служить такой ресурсной площадкой и так далее. Для этого такие слеты и проводятся. И я, например, наверное, могу сказать, что я горжусь тем, что нами было инициировано проведение форума «Женщины долины Тымада. Консолидация во имя детей», посвященный десятилетию детства, где в рамках форума отдельно было проведено мероприятие именно Международным детским фондом «Дети Саха-Азии» совместно с вами, со всеми тут сидящими.
те рекомендации, которые были выработаны, они тоже послужили, наверное, тем толчком для того, чтобы уже органы власти обратили внимание на эти вопросы, которые ставите вы ежегодно на своих вот таких, так скажем, сходах, да, можно так сказать. Вот. И кроме того, нами был проведен еще и межрегиональный форум, где мы приглашали участников Дальнего Востока и России за будущее России, современные вызовы и консолидации регионов, который также был посвящен десятилетию ДЭС, и ваши рекомендации мы все равно туда включили, потому что мы понимаем, что вода камень точит, и мы рады, что на сегодняшний день решения принимаются. И буквально вчера был принят указ президента Российской Федерации о том, чтобы объявить год патриотизма и наставника. Да? Я думаю, что это тоже связано непосредственно с той лентой, которую вы вносите. И еще об одном событии, значит, я должна здесь упомянуть. Вот буквально на днях завершил свою работу Дальневосточная конференция, демографическая конференция, которая была организована Минвосток развития и Корпорация развития Дальнего Востока и нашим Министерством труда и социального развития. И вы должны понимать, что на самом деле самый основной приоритет государственной политики – это народосбережение и приумножение народа. И, соответственно, вся вот эта политика, касаемая демографической ситуации, семейной, социальной политики, она на сегодня в нашей стране является самой, наверное, главной, государственно образующей. Вот. И я со своей стороны хотела бы отметить ваш труд, потому что ваш труд родителя почетный. Те люди, которые непосредственно занимаются воспитанием детей, своих родных, а еще и плюс тех детей, которые обделены заботой и вниманием, это, я думаю, стоит, это на самом деле это самый благородный труд на этой земле, ну, я бы так назвала. И самая высшая благодарность, это не та благодарность, которую отмечают органы власти или кто-то еще, да, самая главная благодарность – это наши дети. Те дети, которых вы воспитываете, которые становятся полноценными гражданами, которые в дальнейшем создают свои семьи. Вот это самое главное. Поэтому я думаю, что здесь собрались самые главные люди нашей республики. И решив уже выполнить почетную миссию, я должна вручить тоже поощрение. Все равно, как говорится, это приятно. Это не имеет материальной подпитки, но оно имеет моральную поддержку. И самое главное, укрепляет нас всех в том, что то, что вы делаете, это правильно. Это благодарность Общественной палаты Российской Федерации, которая вручается непосредственно начальнику отдела опеки и попечительства Нюрбинского района Халаниковой Валентине Семеновне за вклад в снижение сиротства и развитие причинных. И, конечно же, надо отметить непосредственно семью. Это семья, я думала, мы будем делать одну грамоту, но это же две личности, хотя бы единое целое. Поэтому мы решили сделать на каждого индивидуально. Это Григорьев Сергей Сергеевич и Григорьева Саида Егоровна. Грамоту Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Родители очень творческие. Мы семья Григорьевых. Приемная семья 2012 года. Первых мальчиков взяли из Балтакского детского дома, тогда так называлось. Теперь в этом же году Балтакский детский дом закрылся. Потом уже был постоянный как бы клиент Алтанского детского дома. Да. Вот. У нас сейчас
на данный момент 8 детей находится у нас в попечении, а там у нас в общем 11 детей. Комиссии, да, у нас много детей с разными видами, поэтому вот задают. Добрый день, уважаемые организаторы,
участники, родители 6-го республиканского слета приемных родителей. Сегодня я хочу вам представить о деятельности психолого-медико-педагогической комиссии. Извините. Слайд крутить будете вы, да? Первое звено обеспечения качественного и доступного образования. Второй слайд, пожалуйста. Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью является психолого-медико-педагогическая комиссия. ПМПК подтверждает статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья согласно пункту 16 статьи 2 Федерального закона об образовании в Российской Федерации. Следующий, третий слайд. Обучающимися с ограниченными возможностями здоровья признаются физические лица только при наличии у них заключения ПМПК, в котором прописан вариант и адаптированная основная общеобразовательная программа, а также специальные условия. Деятельность ПМПК, включая порядок проведения комплексного психолога и медико-педагогического обследования детей, регламентируется положением о психолого и медико-педагогической комиссии, утвержденным приказом Минобра России от 2013 года под номером 1082. Главной ее целью является определение уровня развития ребенка, а именно выявление различных отклонений в развитии, определение программы обучения, коррекционно-развивающие занятия со специалистами и назначение лечения или же реабилитация в реабилитационных центрах. Комиссия консультирует родителей, законных представителей по вопросам относительно не только физического, но и психического развития ребенка. Члены комиссии обязательно должны представить определенные выводы и дать рекомендации по оказанию психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения с учетом их психофизического состояния. Важным моментом также является состав ПМПК. Это 7-й слайд. В состав комиссии входят следующие специалисты: дефектолог, сурдопедагог, тифлопедагог, логопед, психолог, социальный педагог, психиатр, а также различные врачи, например, педиатр, ортопед, лор, окулист и так далее. Стоит сказать, что специалисты не работают каждый сам по себе. Это команда, где все члены комиссии взаимосвязаны, и ребенок направляется исключительно к тому специалисту, который на данный момент ему необходим. Дальше на слайде вы видите основные направления нашей комиссии. Я не буду читать, да? Дальше, пожалуйста, 11-й слайд. Коротко я хочу вам рассказать вот наши 3 категории детей. Это первая категория детей – дети с ОВЗ, то есть если у ребенка есть заключение, где прописана адаптированная программа и специальные условия психолого-педагогическое сопровождение, да, то ребенок является с ОВЗ. Дальше у нас есть вторая, нет? Дальше, обратно. У нас есть вторая категория, это дети с инвалидностью. Статус инвалидность определяет медико-социальная экспертиза. То есть, если у ребенка есть розовая справка об инвалидности, ребенок является с инвалидностью. Но не все дети с инвалидностью являются детьми с ОВЗ, со статусом ОВЗ. Это могут быть дети с соматическими заболеваниями, то есть сердечники, почечники, да, с сохранным интеллектом. Дальше у нас есть третья категория детей, это дети с ОВЗ и инвалидностью. Это глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми множественными нарушениями, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью, а также с расстройством аутистического спектра. Почему и когда может проходить заседание ПМПК? Детей на обследование могут направлять по заявлению самих родителей, дальше или по рекомендации образовательных организаций, здравоохранения, по заявлению социальной защиты. Важным моментом является то, что ребенок проходит данную комиссию только с согласия родителей, законных представителей. Если ребенку назначили обследование на ПМПК, стоит знать, что родителям необходимо собрать определенный пакет документов. Для каждого случая он будет разным и обязательно включает копии свидетельства о рождении, документы, подтверждающие, например, инвалидность, или же распоряжение, либо постановление об установлении назначения опеки над несовершеннолетними. В случае, если ребенок находится под опекой. Необходимы также и медицинские документы, такие как выписка педиатра с амбулаторной карты, выписки врачей, а также в редких случаях могут понадобиться, например, аудиограммы, если у ребенка нарушение слуха, или особые заключения при таком заболевании, как ДЦП. Дальше. Если ребенок направляется на ПМПК, педагогами образовательной организации тоже собирается пакет документов. Это самым главным документом является характеристика. Данный документ не должен быть исключительно негативным, важно указать и положительные стороны ребенка. Также указываются данные, например, сколько лет ребенок обучается в данной образовательной организации, отношения в семье ребенка, его личностная характеристика, общительность, склонности к наукам, умение находить общий язык со сверстниками. Особое внимание должно быть уделено процессам мышления, особенностям памяти, внимания, навыкам, дать эмоциональную личностную характеристику ребенка. И со всеми документами этими родитель с ребенком подходит дальше. 15 слайд. Подходит на нашу комиссию. Мы проводим обследование, после чего подаем, если у ребенка есть указание на статус ОВЗ, мы сразу выдаем заключение. Заключение наше имеет рекомендательный характер и также действует по нашему положению всего 1 календарный год. Если же родители и законные представители не согласны с решением комиссии, им может быть предоставлено право пройти перекомиссию на межведомственной конфликтной комиссии. Слайд. Согласно положению, комиссия может быть центральной или территориальной. Центральная комиссия создается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и осуществляет свою деятельность в пределах территории субъекта Российской Федерации. Территориальные комиссии создаются органом местного самоуправления. На этом слайде вы видите структуру системы психолого-медико-педагогической комиссии в Республике Саха-Якутия. На первом уровне стоит центральная ПМПК, на втором уровне территориальные психолого-медико-педагогические комиссии муниципального уровня и также психолого-педагогические консилиумы образовательных организаций. Дальше. В настоящее время в системе ПМПК в нашей республике функционирует 21 психолого-медико-педагогических комиссий. Это наша центральная ПМПК вышестоящая и 2 состава в городе Якутске, а также в наших центральных улусах. В зону охвата центральной ПМПК остались все арктические, северные, труднодоступные улусы, а также муниципальное образование поселка Жатай. Дальше, пожалуйста. У нас есть 2 федеральных государственных
для глухих обучающихся, для слабослышащих и позднооглохших, для слепых, слабовидящих, для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра и для обучающихся с умственной отсталостью. На этом слайде вы видите варианты адаптированной основной общеобразовательной программы. И я тут хочу немножко остановиться и объяснить. У нас есть 28 программ адаптированных, 26 программ ФГОС ОВЗ и 2 программы ФГОС о умственно отсталых, с умственной отсталостью. И у нас постоянно бывают вопросы по вариантам обучения, да? Где вот первый столбик ближе к норме, да, 1.1 для глухих обучающихся или с задержкой психического развития 7.1, да, здесь адаптированная программа не пишется, здесь просто делается индивидуальный подход. Дальше у нас идет вторая колонка по вариантам, это задержкой задержкой психического развития, извините, без умственной отсталости получается. Дети, которые обучаются по этому варианту, они получают аттестат и сдают экзамены. Потому что очень часто путают с тем, что если у ребенка задержка, да, вариант 7.2, путают, что ребенок не получает аттестат. Нет. Дальше у нас уже идет 3-я, 4-я колонка, это уже с умственной отсталостью. Дети, к сожалению, не получают аттестат, где легкая умственная отсталость, дети получают свидетельство государственного образца, но они могут получить рабочие профессии. Дальше у нас по республике работают 22 специально-коррекционные школы. Специально-коррекционные школы в городе Иркутске около для детей с задержкой психического развития это 2 школы, как я помню, и для детей для умственно отсталых детей это тоже 3 школы, по-моему, да? Дальше. И особой гордостью Центральной ПМБК является межведомственный проект про предоставление многофункциональных услуг «Цветик-семисветик», инициированный благотворительным фондом «Хацкал», куда входят следующие ведомства: Главное бюро медико-социальной экспертизы, наша Центральная ПМБК, медико-техническая комиссия, Фонд социального страхования и Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков СВЗ. Основной целью проекта является создание единого пространства, повышение качества государственных услуг за счет сокращения сроков получения услуг, финансовых и временных затрат, обеспечение доступности информации по услугам, повышение комфортности процесса получения услуг по решению социальных проблем семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Услугами проекта «Цветик-семицветик» с 2013 года воспользовались более 2500 семей. В 2020 году наш проект «Цветик-семицветик» вошел в десятку лучших социальных практик в конкурсе «Региональные практики по поддержке семей с детьми, нуждающимися в особой защите государства». Далее он был представлен главой республики Айсеном Сергеевичем Николаевым на Всероссийском форуме «Сильные идеи для нового времени», где всего было представлено 300 лучших практик страны, и наша республика заняла 24 место
среди 85 российских регионов и второе место в Дальневосточном федеральном округе. И на этом я заканчиваю свое выступление. Есть вопросы? Адаптированные, и детки справляются. А вот дети, которые приходят с заключениями важными в общеобразовательные школы, где им должны составляться эти программы, этого не составляется. И эти детки, принеся и отдав заключение, просто-напросто вольнослушатели, потому что их просто не спрашивают. И, конечно, родители возмущаются, дети вообще теряют интерес к учебе, начинается нарушение поведения, и в конце концов ребенок у нас ставится вопрос вообще об исключении из школы. Кто контролирует вот эти ваши заключения? Да, к сожалению, вы правы, в общеобразовательных массовых школах иногда бывают такие нарушения, но если у ребенка есть заключение и родитель уже предоставляет в школу вот это наше заключение, они должны у школы требовать вот программу, они должны видеть программу, подписать соглашение, что мой ребенок будет обучаться по этой программе и требовать со школы. Но, к сожалению, на практике не всегда так получается, что я даже Часто так получается, особенно первый, второй класс. Учитель говорит, у меня вот 2-3 ученика, я не могу, поэтому у меня 30 моих, с которыми я должна работать. И, конечно, это очень сложно. Кстати, вот очень хороший был пример в Махтинской первой школе, где у них, в общем-то, на базе общеобразовательной школы была вот эта вот, ну, будем говорить, и коррекционные классы. И детки вообще совершенно себя ущемленными не чувствовали. Они наравне со всеми учились и прекрасно поступали. Поэтому я считаю, что вот эту надо практику обратно возвращать. спасибо. Подождите. Елисеева Мария Викентьевна, село Кулагина, приемная мама. Дети с вариант 7.2, они же учатся по адаптивной программе, а ОГЭ сдают как все. ОГЭ нет? Для детей с ОВЗ, если они в течение несколько раз у нас наблюдались, мы можем им выдать заключение для заключения сдачи экзамена формы ГВ. Государственные выпускные экзамены, то есть эти дети могут сдать 2 экзамена по русскому языку и по математике. Ага, в облегченной форме. Два экзамена, не 4, без выбора предметов, 2 обязательных экзамена. Если они сдадут эти экзамены, они получат аттестат, как все, и могут поступать дальше. Ага, а экзамены будут сдавать такие, как все, да? Да? Или будет облегченная? Нет, 2 экзамена. По русскому языку они будут писать изложение. Все равно, как все. Да. Нет, где основная масса будут писать сочинение, а дети с ОВЗ с нашим заключением будут писать изложение с элементами сочинения идет. Ну, значит, получается, у них будет облегченный. Нет, мне как объяснили-то? Мне объяснили, что они будут так же сдавать, как все. Просто время удлинять. Да. Не так? Специальные условия для сдачи ГВ, там есть условия продления времени на 1,5 часа. Если в 9 классе, у них же говорение есть, тоже продлевается на полчаса. Ага. Все эти условия прописываются в заключении. Хорошо. Тогда нам перед ОГЭ тоже надо пройти, комиссию пройти. Желательно в 9 классе в сентябре, так как заключение имеет срок только 1 год. Ага. Тогда получается в начале
Memang süpe bir sastak kız oğlan. Kini vallahi diğernaha umstrenne stralas gibi nesli blok ve formu yenide 9 klas prakanın bir de bitmiş. Ondan vallahi bildiğin Allah'ım kvartiratın bir bittere. Onu olur soğuduk. Третий группа инвалидността бессрочника тарбыттара, третья группа это рабочая группа валдаги. Оны мен оғалым білген социальныйдер көрін оларалар білгече үстілбеттер жаллар. Оны валдағына меха, нағылардан білген оғалым көрін жер болғанчы. Недееспособный гельминер, это кені дееспособный валдаги. Олен валда білген кені үшінті ғава, ülelerde patagonyik koduyor. Onu günün birinci anlık tohtan kırıyor. Korunca ovuş bulduklar bulacak. Onun kanına Amerika'sının hırpın sebebi ustru kanına duylağı baktıranı baratavuk bulmacı. Onun kanına duylağı baktır. Onun önce bu второй год onu gereği görecekmişçe. Kimi Amerika'sının monitörün kanına kayırsın köptürüp benim bunlar bile hep kilometre raporunu nedeniyle gittik girelim bir ahmettanın veriyor bunlar. Pensiyeler neyin bir ben koyacağım. O vapuru kayıp bakalım. Эти вопросы меня чуть-чуть ответ переведем по. Да, я тоже хотела кратко перевести, да, что у Надежды Трофимовны девочка 21 год, она уже совершеннолетняя, получила квартиру как ребенок-сирота, но так как у нее умственная отсталость, инвалидность, да, и нигде она не может устроиться на работу, и вот она находится дома, ничего не делает, как бы, ну и пропадает. И Надежда Трофимовна учится уже 2 года, смотрит, кто бы смог нам ответить на этот вопрос. Опека, я так думаю, что это. Здравствуйте. Отдел опеки города Якутска, Оксана Алексеевна. Ну, в принципе, вы можете обратиться в отдел опеки насчет вопроса дееспособности, ограниченной дееспособности. Опека надо, ограниченная дееспособная отделенная психическая экспертиза надо. Он тоже он наканана, и гигизана вайпек он был кодный голову. Если ограниченно дееспособный, когда был это через суд решается. Оғанда болғанда, өтті тағаттан диагноз тұрғырандыр уже яйбек болу құдым оған паспортын әкелігер. Ну хорошо, тогда общайтесь в опеку Хангаласского ВУЗа по своей территории насчет вопроса ограниченной дееспособности. Заявление напишите, вы письменно должны заявление написать, на основании 59-й ФЗ вам должны ответить в течение месяца, 30 дней. Как я понимаю, сейчас активизируются приемные семьи для взрослых уже недееспособных, так ведь, да? Для взрослых людей приемные семьи. У меня вот вопрос к вам. Мы сможем использовать вашу презентацию, разместить у нас на сайте, чтобы все желающие, кто-то фотографировал, вы что-то вот потом сможете у нас на сайте взять. Хорошо, спасибо. Если захотите на индивидуальные консультации, наш номер центральной ПМПК 40 35 17, а также в нашем центре работает служба ранней помощи. Это они ведут коррекционные занятия детям от 0 до 3 лет, номер 507-110, а также у нас есть психологическое сопровождение, можете к ним записаться, и отдел профилактики аддиктивного поведения. Также номер 507-110. У нас будет на сайте презентация. Можно еще раз? 4035. На сайте фонда будет эта презентация размещена по отношению. И плюс и контакты. Или сфотографируйте сейчас. 40 35 17 это центральная ПМПК, и 507-110 это приемного нашего центра. Так. Ну все, да, спасибо вам большое. Вот, я знаю, что эта тема очень актуальна. Следующее
я приглашаю государственные базы данных. Я представляю региональный банк данных Министерства социального развития Якутии. Чтобы стать нам на учет как кандидаты в приемные семьи, нужны будут некоторые документы, необходимые для постановки к нам на учет. Это заключение о возможности быть кандидатом в приемные родители, свидетельство о прохождении школы приемных родителей, или если вы уже ранее до ШИП были приемным родителем, просто в заключении надо указать, что вы с какого-то года являетесь приемным родителем. Также документ, удостоверяющий личность, это у нас паспорт, страховой номер индивидуального лицевого счета СНИЛС, и когда к нам уже подойдете, будет заполняться заявление и анкету. Следующий слайд. Заключение о возможности быть кандидатом у нас действует 2 года, то есть через 2 года вам необходимо его обновлять. Для этого вам нужно будет опять заново все документы собирать, кроме школы приемных родителей. После того, как вы получите заключение, вы подходите к нам по адресу Петра Алексеева 6/1, 103 кабинет, это здание Министерства труда, со всеми этими документами, которые были указаны. Получается, по вашим требованиям мы будем уже там смотреть детей и будем выдавать вам направление на посещение детей. После выдачи направления у нас действует 10 рабочих дней, вы посещаете, обязательно посещаете и знакомитесь с детьми. Для профилактики возвратов мы хотели бы, чтобы вы знакомились не сразу, вот 1 день познакомились и сразу детей забрали и уехали, а несколько дней познакомились с детьми, чтобы и дети к вам привыкли, и вы увидели, какие они вообще в жизни. Также хотелось бы указать на то, что когда мы будем подбирать ребенка, мы будем с вами обсуждать еще и диагнозы детей. Вы имеете право, получите направление, самостоятельно пройти освидетельствование ребенка. Сходить. И получить, получается, освидетельствование по диагнозу точно. Хотелось бы вам предложить также, что вот когда мы с вами будем обсуждать диагнозы ребенка, вы можете эти диагнозы выписать и переговорить со своими знакомыми врачами, чтобы точно удостовериться, вы сможете эти диагнозы осилить или нет. Всего у нас детей в банке данных состоит 480, из них мальчиков у нас 288 и 192 девочки. Следующий слайд. Разделение получается по группам здоровья девочки. В первой группе здоровья у нас, как видите, совсем мало детей, 7. Второй группы здоровья 84, третьей группы 44, четвертой группы 16 детей и пятой группы 41 ребенок. Следующий слайд. Точно так же по мальчикам первой группы 10 детей, второй группы 93 ребенка, третьей группы 81, четвертой группы 42 и пятой группы 62 ребенка. Следующий слайд. По этническому происхождению у нас тоже получается якутов девочек 56, русских 115, других национальностей 21, мальчиков 104 якута, русских 149 и других национальностей 35 детей. Из 480 детей у нас 202 ребенка это сиблинги. Как вы знаете, мы предпочитаем их не делить, только если это по диагнозам каким-то осложненным одного из ребенка, или же если дети не знакомы были друг с другом до этого. Вот у нас 2 сайта есть: федеральный усыновите.рф, усыновите.ру, где вы можете ознакомиться с анкетами детей, которые представлены по всей России, и там уже по республике можно выбрать. Также я, вот, пользуясь случаем, хотела бы ознакомить вас с производной информацией на наших детей. И можете пока запустить, что вот так вот шло, и, может, я на вопросы ваши поотвечаю на это время, да? Вопросов нет? Как вы находите детей? Через опеки, да? Свои? Больше никак. Через база данных.
с ней работать, знакомиться. Ну, если вопросов нет, ждем вас, да? Да, спасибо, очень хорошо. Я хочу сейчас вам сказать, вот вначале мы не известили вас, сколько у нас. У нас зарегистрировалось, сейчас я вот скажу, сейчас присутствует 34 приемных родителей из 13 районов республики на данный момент. И 33 специалиста Центра помощи, ну, содействия семейному воспитанию и специалисты по делу родителей. Вот такой наш состав, 77 человек, не считая организаторов. Все, да? Вопросов нет, это хорошая работа Государственного банка данных детей. И я приглашаю с большим удовольствием Тамару Викторовну. Пожалуйста. Презентация по теме, которая очень злободневная. Она есть и у кровных детей, и у приемных. Вам удобно быстрее или вы сядете? Да? Ну, во-первых, я очень рада встрече. Несмотря на всю эту пандемию, мы снова стали вместе. И поэтому я очень рада, что вы такие молодцы. Вы пришли. И, конечно, организаторам низкий поклон, что они так все организовали здорово. И с каждым разом все больше и больше простор у нас, да, чувствовать и дышать легко. Поэтому тема у меня сегодня будет детское воровство. Ну, во-первых, почему вот именно и это было желание приемных родителей, да, я еще не сказала, что вот в моем понятии, например, приемный родитель вообще это человек с большой буквы. Почему? Потому что есть такая черта характера сопереживания. И вы знаете, я считаю, что вот этой чертой характера они наделены сполна. Потому что порой приходят родители, да, у которых со своими детьми нет никакого лада, понимаете, и они разводят руками. Что делать? Как быть? Помогите. Хотя это вот твой кровный ребенок, которого ты 9 месяцев носила под сердцем и не можешь справиться. И даже страх, я уже все испробовала, ничего не получается. А приемные родители, я считаю, что вот впереди их идет вот черта сопереживания. Я смогу, я возьму, и вот на фоне вот этого душевного состояния отдам заботу и любовь этому ребенку. И все, что было у него в раннем детстве, и как его носила беременная мама, что она вытворяла с ним, это все уйдет, потому что доброта и любовь, она перекрывает все. И поэтому, когда часто вот берут ребенка, вот мы посмотрели эту статистику, да, что больше-то детей уже не маленьких, да, а детей более взрослых, и поэтому страшно. А вдруг какой-нибудь воришка, а вдруг не получится. И вот поэтому, а я считаю, что получится у вас всегда, потому что вы молодцы. И вот мы сейчас поработаем вот над этой темой. Ну и начнем, вы знаете, с чего? Ну, конечно, вот что такое детское воровство? Это плохая привычка, поведенческая проблема, или это просто расстройство психики? Что является причиной детского воровства? Это минутный импульс, это проблема в семье или это невоспитанность? Как справиться с детским воровством? Уговорами, угрозами или визитом к психологу? И как предотвратить такое поведение? Чтобы ответить на все эти вопросы, давайте поговорим в общем о неправильном поведении детей и подростков, которое носит название девиантное поведение. Дальше, да? Потому что в настоящее время не только у нас вот в Якутии и в России вообще растет, конечно, среди детей и особенно подростков, а подростки-то у нас сейчас помолодели. У нас в 10 лет начинается начало пубертата, и когда вот эти гормональные выстрелы, тогда, в общем-то, а родители еще и не готовы к этому, понимаете? А потребности у нас совершенно другие, чем были у нас там поколение, наше поколение и так далее. И мы теряемся и упускаем это. И это поведение называется вот девиантным. Девиантное поведение – это целая система поступков детей и подростков, которые противоречат принятым в современном обществе нормам.
девиантного поведения встречается – это жестокость, наркомания, воровство, тунеядство, хулиганство, вандализм, курение, бродяжничество, алкоголизм, повышенная агрессивность, игровая зависимость, которая сейчас вообще зашкаливает у подростков, и ранние сексуальные связи. По возрасту, если возьмем, у детей от 5 до 10 лет встречается жестокое обращение с младшим детям или сверстникам, жестокое обращение к животным, мелкое хулиганство, воровство, умышленное повреждение имущества и поджоги. По возрасту от 11 и 17 лет это уже подростки. Вот девиантное поведение проявляется уже тяжелыми преступлениями: грабежи, хулиганство, разбои, угоны автомобилей, вандализм, мошенничество и даже убийство. За совершенные преступления ежегодно органами внутренних дел осуществляется направление в специальные учреждения 6-8 тысяч несовершеннолетних, а требуется, конечно, как минимум в 5 раз больше. И наиболее частой причиной направления подростков в такие учреждения является воровство, около 95%. Из числа осужденных несовершеннолетних, вот посмотрите по статистике, воспитывается вне семьи 5,3%, воспитывается в неполной семье 38,9%, а воспитывается в полной семье почти 56%. Вот, казалось бы, полная семья, а у ребенка такие страшные проблемы. Воровство – это типичная форма девиантного поведения у детей и подростков. Воровство – это присвоение или потребление не принадлежавших личности материальных и духовных ценностей без предварительного разрешения или уведомления обладателя этих ценностей. Воровство встречается как в мире животных, так и в мире людей. Вот давайте сейчас немного истории. Но у животных оно имеет случайный, эпизодический характер и связано в основном с поисками пищи, а у людей этот порог просто процветает. Воруют все, и должностные лица, и простые люди, воруют и мужчины, и женщины, и взрослые, и молодые, и умные, и не очень. Воруют все, даже такие абстрактные вещи, как время, идеи и доверие. Воруют редко, эпизодически, часто и постоянно. Этот порок так глубоко укоренился в общественном сознании, как неистребимый, что отдельные его проявления, можно сказать, легализовались и считаются вовсе даже не воровством. Вот согласитесь, многие не считают зазорным принести с работы домой какую-то мелочь, ведь она так необходима в хозяйстве. И зачем тратиться, если она лежит вот совсем рядом? Некоторые виды воровской деятельности получили присобственное обозначение. Например, браконьерство – это использование природных ресурсов в корыстных целях. Плагиат – это использование чужого литературного творчества под своим именем. Казнократство – это использование служебного или должностного положения в личных целях. Пиратство – это покушение на чужую интеллектуальную собственность, присваивая авторские права на аудио и видеопродукцию, компьютерные программы и другое. Мошенничество – разновидность легального воровства, основанного на обмане в различных его проявлениях. Контрабанда – уклонение от платежа налога за провоз товаров из другой страны. Вспомните белое солнце пустыни. Не вздул, да? В основе всякого воровства лежат сильно развитый эгоизм и слабо развитая нравственность. Исключение те случаи, когда дилемма – украсть и не умереть от
знает никто. Ни статистика, ни полиция, ни воры в законе. Для этого много объективных и субъективных причин. Во-первых, многие случаи воровства не регистрируются обществом и проходят как бы бесследно. Во-вторых, есть такая категория людей, это потенциальные воры. Все вокруг считают, да и они сами считают, что они никогда не совершат кражу, а на самом деле они психологически и морально готовы к краже и в определенных располагающих условиях, когда никто не знает, никто не видит, неожиданно не только для окружающих, но и для самих себя возьмут и украдут. В-третьих, опасаясь отрицательного общественного мнения или политического резонанса, отдельные случаи воровства, ставшие известны в определенных кругах, не афишируются или даже скрываются от общества. Сейчас вот нередко можно услышать, что в России народ вообще вороватый, и что это у нас в крови. И в доказательство цитируют Карамзина, который якобы на вопрос, как он при помощи одного слова мог бы охарактеризовать Россию, и он ответил: воруют. Ну и, конечно, приводит множество примеров крупного и мелкого расхищения государственного имущества. По поводу же того, что это у нас в крови, хочу уверенно возразить. Когда какая-то черта, что называется исконная, она проявляется уже в детстве. Причем в детстве даже более отчетливо, чем в зрелом возрасте, ибо еще не замаскировано, не скорректировано, не уравновешенное воспитание. Если бы народ у нас был вороватый, то и дети минимум через одного наловили бы что-нибудь скинуть. Но ничего подобного, к счастью, не наблюдается. Вот, например, самым большим предметом, украденным когда-либо человеком, это не Россия, одним из помощников был пароход «Ориент Трейдер» грузоподъемностью 10 630 тонн. Случилось это летней ночью 1966 года, когда некий мистер Ульям Кеннеди, пробравшись в бухту залива Святого Лаврентия, что в Канаде, перерубил причальные тросы и вышеуказанное судно благополучно отдрейфовало к буксиру, стоявшему наготове. Этот факт занят свое место в книге рекордов Гиннесса. Вот если спросить, хочет ли кто-нибудь из вас, дорогие родители, чтобы мой ребенок вырос вором, наверняка будет ответ: да не дай Бог. И вы тут же поведаете ребенку о том, что воровство – это очень плохо, и за это сажают в тюрьму. Но через час-другой, в раздражении от рекламы дорогих туров, особняков, дорогих автомобилей, которая обрушилась на вас в разгар интересного фильма, вы невольно, не помня, что рядом сидит ваш ребенок, воскликните, что честный человек и за всю жизнь столько не заработает. А еще кто-нибудь добавит, что в нашей стране порядок может навести только мафия, а дети все это слышат и наматывают на ус. Как же в такой ситуации воспитать честность? Как выработать у ребенка жесткий иммунитет к чужим вещам? На самом деле освоение социальных норм нравственного развития ребенка происходит под влиянием окружающих. Сначала родителей, а потом и сверстников. И все зависит, какие ценности будут предлагать ребенку. Вот если родители своевременно не объяснили своим детям разницу между понятием «свое» и «чужое», и если ребенок растет слабовольным, безответственным и умеет сопереживать и ставить себя на место другого, то он будет демонстрировать асоциальное поведение. Если у ребенка не все благополучно дома, например, его родители вечно заняты, им нет дела до его проблем и интересов, они отвергают его, то ребенок будет искать
решениях вне семьи. Чтобы завоевать популярность и уважение сверстников, такой ребенок готов на многое. А здесь уж как повезет, какая компания подвернется. Ребенок, не получивший в семье навыка доверительного, заинтересованного, принимающего общение, вряд ли попадет в благополучную компанию. Реакция родителей, когда они замечают, что их любимый ребенок, оказывается, потихоньку тянет из дома деньги, непредсказуемая. В сознании большинства взрослых намертво воспаяны два мифа. Ребенок – это невинный ангел, а воровство – это примета криминального мира для нормальных людей далекого и чуждого. И потому, когда ребенок попадает на кражи, родители обычно чувствуют себя совершенно растерянными. Одни при этом впадают в истерику, собираясь то ли застрелиться самим, то ли спустить всех собак на свое незадачливое чадо. Другие предпочитают сделать вид, что ничего не произошло, потому что как реагировать непонятно. И вправду, очень трудно понять взрослому человеку, почему его ребенок, которому заповедь «не укради» вкладывалась в уши с самого нежного возраста, вчера вдруг принес из детского садика чужого резинового зайчика. Сегодня он тянет мелочи моего бумажника, а завтра что же опустошит семейную кассу? В сердцах воскликнет иной рассерженный папаша, поймав своего отпрыска с поличным. Остыньте. Поверьте, бросаться в такой ситуации на дитя с ремнем и с потоком ругательств не выход. Лучше всего постарайтесь поговорить с ним по душам. Это надежный метод узнать у ребенка, как он будет распоряжаться своими трофеями, и ответить на основной вопрос, зачем он это делает, и помочь сыну или дочери избавиться от этого недуга. Специалисты считают, что единственно правильной реакции на воровство не существует. Она зависит от причин, по которым ребенок ворует. Маленькие дети до 3 лет не воруют в том смысле слова, как мы это понимаем. Ребенок не ворует, а берет. Берет при всех, чтобы доиграть, чтобы насладиться вещью, не понимая разницы между общественной и личной собственностью. И зачем она нужна и для чего? Мое, твое, свое, чужое – это пустые слова для него, пока он не подрастет и пока ему не раскроют их смысл. Взяв чужие игрушки и немного поиграв с ними, малыш навряд ли будет возражать вернуть их законному владельцу, когда узнает, что это не его игрушка, и ее необходимо все же отдавать. Отдаст, и снова на глазах у многих возьмет без спросу то, что вдруг понравилось ему, чего нет дома, то, что его соблазнило. И все-таки, воруя на показ, ребенок не ворует. Он убежден, что все принадлежит ему, если оно перед глазами, и до него можно дотронуться рукой. И он будет так считать до тех пор, пока от родителей однажды не узнает, как это плохо, нехорошо и некрасиво брать чужие вещи. Надо непременно, надо объяснять ему, что чувствуют другие дети, когда лишаются любимой игрушки. Ребенку в этом возрасте еще не понять, в чем ценность вещи и почему мама рассердилась на него, когда он вытащил из сумки деньги, но только пошутила, когда он примерил папин галстук, который тоже самовольно взял из шкафа. Чем отличаются его поступки? Он взял без разрешения и то, и это. И деньги не его, и галстук не его. Так почему же мама прореагировала все-таки по-разному? Как будто деньги важнее галстука. Малыш еще не понимает, почему воспитатель в группе может разрешить ему забрать домой все то, что он сделал на труде, рисунки или что-то слепленное из пластилина, а вот карандаши, которыми он рисовал, или сам пластилин, не разрешит.
означает, какая разница между своими и чужими вещами и игрушками. Надо объяснять это ему все время. И не просто объяснять, запрещать брать чужое. Представление о том, что такое мое и чужое, появляется у ребенка после 3 лет, когда у него начинает развиваться самосознание. Наверное, никому и в голову не придет называть вором 2-3-летнего малыша, взявшего без спросу чью-либо вещь. Но чем старше ребенок, тем вероятнее, что подобный его поступок будет расценен как попытка присвоить чужое, иными словами, как кража. Возраст ребенка в такой ситуации – неоспоримое доказательство осознанности совершаемого им поступка, хотя это не всегда верно. Известны случаи, когда дети и в 7, и 8 лет не осознавали, что, присваивая себе чью-то вещь, они нарушают общепринятые нормы. Но бывает, что и 5-летние дети, совершая кражу, прекрасно осознают, что поступают плохо. Можно ли, например, считать воришкой 5-летнего мальчика, который, испытывая огромную симпатию к своей сверстнице, подарил ей все мамины золотые украшения? Мальчик считал, что эти украшения также принадлежат ему, как и его маме. Большинство психологов считают нормальным, если ребенок в 3-5-летнем возрасте что-то тащит в дом с улицы, например, совок из песочницы. Не следует торопиться отшлепать малыша. Это пока не воровство, а просто социальная незрелость. Нужно не полениться, взяв ребенка за руку, отнести совок обратно в песочницу его законному владельцу. Если он еще там. Не получилось, значит, повторить попытку до тех пор, пока не будет возвращен совок хозяину. Тоже надо делать и тогда, когда ребенок постарше приносит с именин друга, к примеру, красивую запонку, валяющуюся в углу на полу и никому не нужную. Не тратьте зря время на выяснение, действительно она валялась. И стенание типа «украл», так имей мужество в этом признаться, заведомо оскорбляя это недоверие. Сейчас как раз таки важнее, ведь он не спрятал от вас свою находку. Объяснить ребенку, почему нельзя брать чужие вещи, пусть даже они лежат в мусорном ведре. Скажите, что в вашем доме должно быть только заработанное своим трудом, и что чужую вещь вы тут же заметите и в любом случае потребуете отнести ее обратно владельцу. Сделав это однажды и натерпевшись стыда, не очень-то приятно кому-то доказывать, что ты не вор. Ребенок в следующий раз подумает, прежде чем подбирать то, что плохо лежит. Нравственные нормы ребенок постигает постепенно в процессе развития. Совсем еще малыш различает хорошее и плохое только благодаря реакции на его поступки родителей, которые прежде всего мимика и интонации дают ему понять, какое поведение они поощряют, а какое нет. То есть уже младенец может спокойно дифференцировать плохое и хорошее. Ошибка ребенка – это родительская ошибка, чего, как правило, не хотят признавать сами родители. Не объяснили ему вовремя, что хорошо, а что плохо, не откликнулись на его просьбу раз и два, не заметили, что он стал скрытным и неразговорчивым, не пристает и слава Богу. Ждите беды. С потребностью, перерастающей в стойкое желание, а это гораздо сильнее, чем просто потребность, заполучить то, что имеют все его сверстники, ребенку уже не справится, и он решит таки свою проблему с помощью родителей или без нее. Когда у ребенка все в порядке, нет отклонений от нормы, он здоров, то возрастное воровство окажется лишь мелким эпизодом в его жизни, исчезнув раз и навсегда в дальнейшем.
Но если у ребенка есть какие-то проблемы, которые малыш не может разрешить, он временами выбирает воровство как средство, способное отвлечь его от всех этих проблем. Проблема воровства по мере роста ребенка усложняется. То, что в раннем детстве является случайным эпизодом, ошибкой, у подростков это уже осознанный шаг, а то и вредная привычка, и уже девиантное поведение. Анализируя поступки детей, можно выделить 3 наиболее встречающиеся часто причины воровства. И первое – это сильное желание владеть понравившейся вещью, вопреки голосу совести. И это связано с детской импульсивностью. Обычно событие разворачивается следующим образом. Ребенку нравится какая-то вещь, и он не может побороть соблазн. Вот пример. В начале учебного года во 2 классе случилось ЧП. У Васи пропала с парты купленная в школьном буфете шоколадка. Вася очень расстроился, поэтому учительница сочла необходимым провести расследование, в ходе которого выяснилось, шоколадку съел Паша. В свое оправдание Паша сказал, что нашел шоколадку на полу и решил, что она ничья. При этом Паша нарушил правила. Все найденное в классе надо отдавать учителю, если самостоятельно не можешь найти хозяина. На самом деле мальчик все прекрасно знал. Он также знал, что Васю бесполезно просить поделиться. Родители же давали Паше деньги только на обеды и не поощряли самостоятельные покупки шоколадок, конфет и жвачек. А ему очень хотелось попробовать вот именно такую шоколадку. Мальчик утешал себя мыслью, что Вася купит себе новую, и вообще он их ест каждый день. Он ворует шоколадку и при этом испытывает целую гамму чувств. Но радость обладания желанной вещью – только одно из них. Одновременно ребенок испытывает страх быть застигнутым на месте преступления, стыд, боязнь разоблачения. Такое поведение Паши напоминает поведение человека, забравшегося в чужой сад, чтобы съесть немного фруктов. Съем несколько яблочек, от хозяина не убудет, а мне уж очень хочется. При этом человек не считает, что он совершает нечто предосудительное, хотя, конечно, ему было бы очень неловко, если бы его застали на месте преступления. Итак, самая распространенная причина детского воровства – это детская импульсивность. Всем маленьким детям тяжело контролировать свои желания. Если 5-летнему ребенку хочется взять пирожное, лежащее на столе, то единственное, что может его остановить, это страх наказания. Если же он уверен, что никто этого не заметит, бесполезно требовать от него проявления сознательности. Даже если он знает, что нельзя брать чужое, он может непроизвольно взять понравившуюся вещь. Импульсивность наблюдается у всех детей до 5 лет, но вот у некоторых и в 6, и в 7, и в 8, и до 10 лет сопровождает ребенка и мешает привитию правильного социального поведения. Такие дети с раннего возраста очень подвижные, гиперактивные, возбудимые, на одном месте не удерживаются, постоянно получают замечания в детском саду, в школе. Им трудно не только сдерживать свои желания, но и просто сидеть спокойно на уроке и внимательно слушать учителя. Причиной импульсивности могут быть и серьезные психические отклонения, например, умственная отсталость, и повышенная активность, и временные невротические реакции на какие-либо психические травмы, смерть близкого человека, развод родителей, переезд и так далее. Импульсивных детей слышно, да? Импульсивных детей необходимо строго контролировать, приучать к ответственности. Ребенок даже импульсивный не совершит поступка,
за которым ребенок даже импульсивно не совершит поступка, за которым немедленно последует наказание. Поэтому нельзя делать вид, что ничего не произошло. Но не стоит и раздувать случившееся до масштабов вселенной катастрофы. Если ребенок взял что-то у сверстников или в чужой семье, то сама по себе процедура выяснения обстоятельств кражи с участием потерпевших и их родителей, извинения и возвращения похищенного достаточно болезненная. Неприятное воспоминание, которое остается у ребенка в подсознании от такого разбирательства, поможет ему в следующий раз удержаться от соблазна. Вторая причина воровства – это психологическая неудовлетворенность, которая включает множество разнообразных мотивов. И на первом месте – нарушение детско-родительских отношений. Это связано с тем, когда нарушается материнская или отцовская привязанность. И это приводит к затруднению ребенка в общении с родителями. Детям кажется, что родители их не любят и мало обращают на них внимания. Дети начинают воровать для того, чтобы привлечь внимание родителей, воспитателей, учителей. Причем делают это именно в тех случаях, когда взрослые очень болезненно воспринимают воровство ребенка. Деньги или купленные на них сладости они воспринимают как символическое замещение родительской любви и радости в жизни. В подобных случаях детские кражи говорят о том, что ребенок не получает достаточного внимания или что в отношении в семье между супругами напряженные. Часто это бывает, когда ребенок находится в карусели развода, и супруги, мама с папой, объединяются вместе только перед лицом общей опасности воровства. Воровство может быть также оценено как месть родителям. Их наказывают за то, что они не уделяют достаточного внимания ребенку, не посвящают ему свободное время и не принимают его как равного. Бессознательно для себя ребенок восстанавливает справедливость. Раз родители украли у него любовь, внимание, заботу, он украдет то, что значимо для них, например, деньги. Кража может быть также местью за занесенные обиды и боль. Вот давайте пример. Из жизни 12-летнего Виталика, и назовем его «Бунт против одиночества». Мама 12-летнего Виталика обратилась к психотерапевту с очень деликатной проблемой. Уже несколько раз сын попадался на кражи. Но если раньше он таскал вещи из дома и деньги из маминой сумочки, то в последний раз украл большую сумму у знакомых, которые пришли в гости. Кража раскрылась, и всем взрослым было страшно неловко. Своего родного отца Виталик почти не помнит. 5 лет назад его мама второй раз вышла замуж, и они переехали из маленькой квартиры с окраины города в огромную квартиру в центр города. Квартира была с книжными шкафами до потолка, с богатой мебелью мягкой, картинами, красивой посудой. Новый мамин муж был сыном крупного ученого и сам тоже сделал блестящую карьеру. Вскоре в семье родился младший брат. Мама была поглощена заботами о малыше и к тому же изо всех сил старалась соответствовать культурному уровню своего нового окружения. Читала книги, училась в вечернем институте, а через некоторое время устроилась работать бухгалтером, поскольку, несмотря на научные успехи мужа, денег не хватало. Разумеется, время на старшего сына у нее практически не оставалось. Он же с трудом привыкал к новой обстановке, плохо спал, неважно учился и был замкнутым и неразговорчивым, в отличие от своего младшего брата, упавшего в лучах родительской любви, излучавшего ответную жизнерадостность. Единственным человеком в семье, с которым Виталик общался, была бабушка. Именно у нее он впервые 2 года назад украл часы. Бабушка заметила кражу, но сделала вид, что ничего не случилось. Она вообще жалела Виталика, понимая, что он не любимец в семье.
Но вскоре мальчик украл деньги из письменного стола отчима. Эта кража тоже скоро раскрылась. Отчима больше всего волновало, на что именно Виталик потратил деньги. И выяснилось, что половину он пробудил в Макдональдсе, а половину подарил другу, потому что его мама медсестра, и ей приходится работать по ночам. Все остальные кражи носили такой же нерасчетливый характер. Чаще всего Виталик дарил деньги и вещи, взятые из дома нищим и бомжам. Психотерапевт порекомендовал родителям выдать Виталику определенную сумму на карманные расходы, а остальные деньги хранить в недоступном для него месте. Он также посоветовал раз в месяц всей семьей делать в доме ревизию, отбирать старые вещи и относить их в ближайшую благотворительную организацию. Виталика назначил ответственным за это поручение. А главной рекомендацией для родителей было проявлять к сыну больше внимания и любви. Итак, попытка ребенка восстановить утраченную связь с родителями достаточно часто становится причиной воровства. Сами деньги ребенку не очень-то и нужны. Он бессознательно стремится привлечь внимание родителей, пусть даже это будет гнев, возмущение, наказание. Когда тебя наказывают, это все же лучше, чем когда тебя вообще не замечают. Шумные скандалы и строгие наказания лишь убеждают ребенка в правильности избранной ими стратегии. Родители Виталика услышали психотерапевта, и проблема воровства благополучно разрешилась. В любом возрасте одна из причин воровства – это неудовлетворенная потребность в любви и ласке. Другие причины – страх, ревность и недовольство. Если составлять психологический портрет ворующего ребенка, то мы увидим, что это прежде всего неуверенные в себе, уязвимые дети, которым необходима поддержка и эмоциональное принятие со стороны близких. Но основная беда заключается в том, что своим поведением такие дети, наоборот, все дальше и дальше отталкивают от себя окружающих, настраивают их против себя. Больше всего родных злит и раздражает, что совершивший проступок ребенок как бы не понимает, что он сделал. Он отпирается, ведет себя, как ни в чем не бывало. Такое поведение вызывает у взрослых праведный гнев. Украл – покайся, проси прощения, и тогда мы попытаемся наладить отношения. А он-то требует другого. В результате между ребенком и близкими вырастает стена. Он им представляется монстром, неспособным к раскаянию, не думая, какие душевные страдания переживает их дочь или сын. Воровство как форма поведенческой зависимости. Наиболее часто встречающаяся форма воровства – это навязчивое воровство, не психического, а невротического характера. Этим синдромом порой страдают очень состоятельные люди, представители самых высших слоев общества. Иной раз крадет в магазине какую-то вещицу человек, способный купить весь этот магазин целиком. Потребность украсть в данном случае связана с постоянным уровнем тревоги и неудовлетворенностью. В момент кражи человек испытывает острые ощущения, бурю эмоций, которые затем дают чувство эйфории и расслабления. Этот вид психологической зависимости сходит с зависимостью от сигарет. Человеку, страдающему такой зависимостью, необходима помощь психолога, который будет работать с не воровством как таковым, а с той тревогой, которая гложет человека, заставляя его совершать кражу. Вот насколько разные, видите, мотивы совершенной кражи. Взрослые не понимают, что кража детей – это крик о помощи, попытка достучаться до нас. Все ворующие дети в любом возрасте несчастливые. Третья причина воровства – неразвитость нравственных представлений и воли. То есть стремление самоутвердиться. Когда ребенку в семье не хватает самостоятельности, и родители не передают ему часть ответственности за семейные дела, тогда он находит иной способ самоутверждения. Например, начинает красть
Эти дети воруют, чтобы не чувствовать своей неполноценности, чтобы убедить самих себя и окружающих в своей ловкости, смелости и крутизне. Воровство может быть также потребностью пережить острые ощущения. Нельзя, но очень хочется. Это происходит тогда, когда в семье зашкаливают нормы послушания и правильного поведения. Ребенок бунтует против формализма. Воровство как способ самоутверждения тоже является свидетельством неблагополучия ребенка. Он таким образом хочет обратить на себя внимание, завоевать расположение кого-либо различными угощениями или красивыми вещами. И вот такие дети, у которых, в общем-то, низкий уровень воли, да, они вот неприспособленные такие, инфантильные очень ребятишечки, они считают, что счастье – это тогда, когда к ним хорошее отношение родителей, хорошее отношение к ним в классе, одноклассников и учителей, наличие друзей и материальный достаток. То есть все до себя, от него ничего, за что он будет счастлив. Вот настолько очень эгоистичное отношение. Например, маленький ребенок, укравший дома деньги и накупивший на них конфет, раздает их другим детям, чтобы таким образом купить их любовь, дружбу, хорошие отношения. Ребенок повышает собственную значимость или пытается обратить на себя внимание окружающих единственно возможным, по его мнению, способом. Часто воровство не планируется и совершается глупо, почти на виду. Вот, например, ребенок просит разрешения вернуться в группу во время прогулки, чтобы сходить в туалет, и в это время крадет. Естественно, вора легко определяют. Примечательно то, что подобные глупости могут делать вполне интеллектуально развитые дети в возрасте даже старше 5 лет. То есть тогда, когда они вполне могли бы отдавать себе отчет, что будут увлечены. Будучи пойманы, дети переживают о случившемся. Они действительно выглядят очень расстроенными, переживают свой позор и преисполнены отчаяния от того, что от них могут отвернуться друзья и родители. Вот пример из жизни 8-летнего мальчика. 8-летний мальчик крал у одноклассников плохо лежавшие игрушки и деньги, и крал дома. Но он не пользовался ими, а прятал в укромном месте, которое потом было обнаружено учителем. Такое поведение было похоже на месть, как если бы он хотел наказать окружающих его людей. В процессе психологической работы с ним и с его семьей выяснилось, что дома у мальчика не все благополучно. Отношения в семье были холодные, отчужденные, практиковались физические наказания. Мальчик не мог рассчитывать на поддержку в трудной ситуации. Даже его успехам радовались формально, соответствует стандартам и хорошо. Все поощрения сводились к материальным, давались деньги или покупалась какая-либо вещь. Отношения между родителями были также напряженными, видимо, с частыми конфликтами, взаимными обвинениями. Старшую сестру, кстати, очень одаренную, ни папа, ни мама не любили, считая ее причиной своей неудачной профессиональной жизни. Мальчик был очень способный, начитанный, наблюдательный, но не популярный. В классе у него был один приятель, по отношению к которому мальчик занимал доминирующую позицию, придумывал, во что играть, чем заниматься, в играх был главным. Вообще было похоже, что ребенок не умеет общаться на равных. Ему не удавалось завести дружбу со сверстниками, и не было ни доверия, ни любви в отношении с учителями. Чувствовала, что он тянется к людям, ему одиноко, но он не умеет строить теплые доверительные отношения. Все строилось на основе страха и подчинения. Даже с сестрой они были союзниками в противостоянии родительской холодности, а не любящими родственниками. Кражи дома он совершал, чтобы досадить родителям, а в классе, чтобы досадить ребятам, чтобы ни одному ему было очень плохо. Давайте приведем еще. Устали, наверное, да? Давайте еще один пример я вам скажу. Во 2 классе у ребят стали пропадать учебные принадлежности, ручки, пеналы, учебники. И отыскивались они в портфеле мальчика среди учителей, имеющего репутацию хулигана из-за своего плохого поведения, но популярного среди одноклассников. Самое интересное,
что он сам обнаруживал пропавшие вещи у себя в рюкзаке и с неподдельным удивлением сообщал о находке окружающим. На все расспросы он отвечал с искренним недоумением, не понимая, как эти вещи оказались у него. Зачем было этому мальчику воровать у ребят вещи, а потом притворяться удивленным, обнаружив у себя? Учительница не знала, что и подумать. Однажды, когда все